Я продолжаю писать карту дня на 8 сентября, на пятницу. Мы смотрим следующие 6 знаков зодиака. Это будут знаки от весов и до рыбок. Видео, первую часть я уже записала. Она у меня есть на канале, или также внизу под видео есть ссылочка, там, где первые 6 знаков зодиака. А я смотрю дальше. Весы, пятница, 8 сентября. События дня. Ключ, первое событие. Все в ваших руках в пятницу. Да, то есть перед вами открываются любые двери. Корона. Может быть общение с каким-то очень влиятельным человеком. Также, смотрите, неприятность может быть. Предупреждение для вас. Подарок получите или подарите. Слезы. Неприятности, слезы рядом. Любовь нельзя. Еще и не просто слезы, а прям какие-то очень сильные переживания, глубокая печаль выпала. Прям вот очень сильно вас расстроит вот эта неприятность. Поэтому постарайтесь ее избежать. Очень часто неприятность — это какие-то наши ошибки. Да, что-то там забыли, не увидели, потеряли, поломали. Да, поэтому просто будьте осторожны. Ожидания нельзя. Домик нельзя. И здесь нет. Значит, смотрим. У вас получается ключ. Ключ показывает, что все в ваших руках. Да, то есть вы можете избежать этой неприятности в этот день. Так что от вас будет многое зависеть. Ну, может быть, поэтому особенно и обидно будет. Да? Обычно, когда сам что-то натворил, да, то есть особенно обидно. В общем, все в ваших руках. У вас общение с каким-то влиятельным человеком. Подарок. Может быть, вы с подарочком пойдете, да, к такому человеку. И дальше предупреждение. Неприятность, которая вас очень сильно разочарует, возможно, доведет до слез. Ну, по крайней мере, негативные эмоции, да, то есть эта неприятность вам точно обещает. Поэтому ваша задача постараться ее избежать в пятницу. Мы с вами для этого прогнозы и делаем. Благодарю за внимание и перехожу к скорпионам. Смотрим, скорпиончики. Восьмое сентября. Скорпионы, пятница. Неприятность. Сразу же первое событие. Колебания, сомнения, сложный выбор какой-то. Кровать нельзя. Тайная встреча. Шарики, хорошие новости. Деньги.
Еще и рыба есть. Рыба — скользкое дело. Так. И здесь я не вижу совпадений. Значит, смотрите. Есть несколько хороших событий, да, то есть это хорошие новости, события, связанные с финансами, ну, какая-то тайная встреча. И есть предупреждение для вас, что может произойти неприятность какая. Скорее всего, по рыбе вы можете попасть в сети, да, каких-то мошенников, поэтому будьте осторожны. Аферисты, шарлатаны, какие-то преступники, да, то есть люди, которые пытаются что-то для себя получить, заманивая вас в ловушку. Это предупреждение для вас. Поэтому будьте осторожны, то есть они создадут для вас неприятности. Причем всегда это преподносится, да, то есть в каком-то положительном контексте. Поэтому тут надо особенно быть осторожным, потому что это всегда завуалировано, понимаете? Ну, в принципе, вы считываете информацию, потом я думаю, что вы сможете избежать, тем более, когда вы предупреждены. И видите, еще выпадает колебания, сомнения, то есть у вас сразу же возникнет какое-то сомнение, да, что это вот, ну, вранье какое-то, то есть вы это почувствуете. Вот не зря это сомнение появится. Поэтому прислушивайтесь к интуиции, она будет правильно подсказывать, что с какими-то людьми нельзя иметь дело в этот день. Поэтому так, скорпиончики. Такое предупреждение. Но при этом будут хорошие новости, и с финансами будет какое-то событие связано. Благодарю за внимание и перехожу дальше к стрельцам. Сейчас посмотрим, что у стрельцов. Так, стрельцы. 8 сентября, пятница. События дня. Сразу же выпадает победа, вам первое событие. Слезы. Ну, могут быть слезы радости. Солнышко, да, видите, рядышком ложится. Радость. Я же сказала, слезы радости. Надежда. Но я думаю, что у вас есть надежда на эту победу. Видите, вы ее получаете. Победа, достижение, результат, выигрыш. Может быть, там, например, если суд в этот день или какой-то конкурс. Или просто важные переговоры с кем-то. Подарок. Ну, тут два варианта. Тут либо подарок, либо книга. Книга — это посещение госучреждения. Смотря, что вы первым увидели. Чемодан нельзя. Домик еще есть. События в доме. Событие, праздник какой-то. Здесь нет. Значит, смотрите. В этот день вас ждет победа. У вас будут слезы радости. Будете получать подарки, потому что будет событие. Возможно, это событие и есть победа. И также у вас есть надежда на этот день. Но я думаю, что это вот, опять же, надежды на эту победу. Вот такой у вас получился классный расклад. События все очень хорошие. Благодарю за внимание. Стрельцы, перехожу к козерожкам. Так, козероги. 8 сентября, пятница. События дня.
удача, слезы, нерешенный вопрос, дорога. Видимо, даже удача не поможет вопрос решить. Также смотрите, мешок с деньгами, событие выпало, деньги, чемодан, разлука, с чемоданом в дорогу. Ну, здесь нет, значит, смотрите, что нашла я для вас. Удача, везение, да, в этот день сопутствует вам. Могут быть слезы, это знаете, что могут быть за слезы прощания, да, то есть временно куда-то уезжаете, дорога с чемоданом, да, то есть, ну и такие эмоции не самые приятные. Дальше может быть нерешенный вопрос, который не решится в этот день, ножницы не выпали, видите, то есть нет решения этого вопроса. И какие-то события, связанные с финансами, тоже будут. Поступления, траты, покупки, то есть там все, что угодно, связанное с финансами. Оплата, может быть, каких-то счетов, покупка билета и так далее. Вот такая информация для вас. То есть у вас из минуса получается нерешенный вопрос и временная разлука с кем-то будет, которая вызовет, ну, такие не самые приятные эмоции. Благодарю за внимание, козерожки. Перехожу дальше к Водолею. Водолей, 8 сентября. Пятница, события дня. Прибыль. Первое, что я увидела, сундук. Финансовые поступления у вас могут быть в пятницу. Дальше смотрите, Луна. Это событие, которое повторяется каждый месяц. Возможно, да, вот у вас каждый месяц идут финансовые поступления в этот день. Либо тут еще вариант, видите, могла быть печаль. То есть не Луна, а печаль. Но я первую Луну увидела, оставляю ее. Если вы увидели колодец, тогда у вас проиграется разочарование. Да, еще и, видите, мешок с деньгами выпадает. Тут либо будет два источника дохода, либо это будут доходы, а это расходы. Так, значит, сердце по диагонали нельзя. Бокал нельзя, уже эта карта зафиксирована. Конфликт может быть острый с кем-то, выяснение отношений. Домик нельзя. Ну, здесь я не вижу. Горизонтали, вертикали не нашла совпадений. Нельзя по диагонали соединять. Да, например, там друг нельзя соединить. Что-то еще мне тут попадалось, но уже не помню. Значит, смотрим. Получается, у вас 4 события. Первое показывает, что будет событие, которое повторяется постоянно с вами, да, то есть через какое-то определенное количество дней. Дальше будут финансовые поступления, доход будет.
Второе событие – деньги. Здесь может быть как доход, так и расход. Тут не могу сказать точно. Это точно доход. И также еще может быть острый конфликт с кем-то, прям скандал. Сильные споры, разногласия, такая войнушка. Поэтому вот будьте готовы. Ну или постарайтесь избежать этого конфликта, потому что всегда все в наших руках. Да? Мы можем дать реакцию, а можем не дать. И конфликта не будет. Благодарю за внимание, Водолеи. Перехожу к рыбкам. Так, рыбки. Рыбки уплывают. Рыбки, 8 сентября, пятница. Покажите мне, что будет у рыбок в пятницу. Сразу же выпадает будильник, показывает, что у вас может быть проблема со временем в этот день. Вы можете куда-то не успевать, опаздывать. Также у вас может быть получение в этот день. Получение документа, посылки, справки какой-то. Получение новости тоже может быть. Змея. Ну, кто-то съязвит. То есть, если вы опоздаете, то точно кто-то это подметит. Дорога. Возможно, вот дорога будет со змеей. Вместе будете ехать. Иногда просто показывает, допустим, описывает, что человек по году рождения змея, да, то есть, или просто характер такой, вот, знаете, острый на язык. Может быть еще сложная дорога, серпантин тоже, да, вот змея — это сложная дорога какая-то. Болезнь, плохое самочувствие. Может быть, кстати, врач и посещение больницы. Солнышко, хорошее настроение. Так, смотрим. Удачу нельзя. Яблоко нельзя. И здесь нет. Значит, что получается? У вас может быть проблема со временем, да, тем более дорога. Вот если у вас, например, билет на определенное время, или вам нужно куда-то добраться на машине в определенное время, то будильник показывает, что вы будете спешить, можете не успевать. Дальше. Письмо может показывать получение чего-то, справки, бумаги, покупку билета может показывать, то есть на руках какая-то бумажка, документы. Дальше поездка будет общение со змеей, ухудшение самочувствия, может быть просто усталость, да, после дороги. Почему? Потому что, смотрите, выпадает хорошее настроение. То есть если тут прям совсем была проблема со здоровьем, ну вряд ли было бы хорошее настроение. Поэтому я думаю, это просто будет какая-то усталость. Или разговоры о болезнях, допустим, в дороге. То есть мы едем и обсуждаем какие-то болячки, тоже вот может быть. Потому что иногда события по-разному могут проигрываться. Мы говорим, да, то есть о болезни, или мы говорим о дороге, да, то есть не едем, а просто разговариваем, вспоминаем какую-то поездку. Это тоже может показывать машина. Так что вот обращайте внимание на это, да, то есть иногда события проигрываются не так, как я говорю, но так тоже может быть. Вот такая информация для вас, рыбки. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.